Волонтеров в Ухтинской поликлинике станет больше. Ряды студентов местного медколледжа, которые уже активно помогают в пандемию врачам амбулаторного звена, пополнят и добровольцы из Ухтинского государственного технического университета. Виктория Науменко о том, что движет молодыми людьми. С самого начала пандемии помощь волонтеров для докторов стала просто необходимостью. В Ухте первыми пришли на помощь добровольцы с профильным образованием – студенты-медики. Благо, в городе есть медицинский колледж. Его воспитанники и раньше проходили практику в медучреждениях города. Только в период пандемии группы таких практикантов стараются разграничивать. Сейчас мы вынуждены разграничивать потоки, во-первых, и не допускать скопления студентов. Кроме того, что да, они находятся в обществе с людьми. Поэтому даже та группа, которая ушла на практику, она по поликлинике рассредоточена так, что студенты, они между собой могут не встречаться целыми сутками. Медикам помощь, а практикантам ценная возможность взаимодействовать с людьми в реальных профессиональных ситуациях. У нас на первом курсе в конце года была школа доврачебной помощи. Пригласили как помощника помогать волонтерам, после чего вступил в ряды волонтеров и уже активно продолжаю эту деятельность. Дало опыт общения с людьми, особенно с пожилыми людьми. Помочь людям приобрести ценные навыки теперь готовы и студенты Ухтинского государственного технического университета. Соответствующий договор заключили руководство вуза и Минздравкоме. Облегчить труд медиков амбулаторного звена можно и без профильных навыков. Ожидается приход именно штамма омикрон, поэтому уже ожидается рост нагрузки на именно амбулаторно-поликлиническое звено. Поэтому у нас, естественно, нужно будет усилить работу колл-центра, что очень важно. Во-первых, это прием вызовов на дом, а во-вторых, это мониторинг уже заболевших пациентов. Конечно же, необходима будет помощь на фильтре при входе в поликлинику, при том, что у нас не одно подразделение. Впрочем, у волонтеров УГТУ уже есть опыт помощи населению в пандемию. Так, сейчас они активно занимаются доставкой продуктов гражданам. Чаще обращаются люди пожилые, но ребята не отказывают никому. Попросила помощи женщина 55 лет. Попросила купить хлеб, молоко, по-моему, капусту, сахар и яйца. С начала учебного года ряды волонтеров УГТУ пополнились почти вдвое. Вступают в основном активные первокурсники, делится куратор. Так что рабочих рук хватит везде. И в помощи медикам, и гражданам. Стоит только попросить. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.